В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы выпуска. В Алдане этим летом уложат асфальт на 5 улицах города. Расскажем, где будут проводиться работы. Второй год продолжаются археологические работы на улице Каландрашвили, о находках и их значимости. Расскажем, как в Якутии отметили День любви, семьи и верности. В Якутске на местности Таежный Герой стартовала одноименная военная спортивная игра о программе лагеря. Лето с якутским колоритом в самом центре Москвы, о фестивале современной культуры народов Республики Саха. Оформить купленное за материнский капитал жилье будет проще. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление жилья, приобретенного с помощью материнского капитала. Теперь семьи смогут оформлять такое жилье в общую собственность без согласия банка, даже если оно находится в ипотечном залоге. Ранее для этого требовалось сначала полностью погасить ипотеку, что затягивало процесс и создавало сложности при продаже жилья. Нововведение защищает права детей и родителей, а также позволяет перенести обязательства по неделению долями на новое жилье, если оно больше по площади или дороже предыдущего. С начала этого года единое пособие было назначено родителям более 67 тысяч детей и более чем 2 тысячам беременных женщин. Выплата оформляется после комплексной оценки нуждаемости семьи. Расчет производится исходя из доходов членов семьи за последние 12 месяцев. При оценке учитываются все доходы семьи, кроме процентов по номинальным счетам на опекаемых детей, налоговые вычеты, целевые субсидии, единовременная помощь на лечение ребенка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, выплаты по соцконтракту, доходы подростков в период обучения и выплаты мобилизованным. Для получения пособия каждый трудоспособный член семьи должен за расчетный период иметь доход не ниже 4 минимальных размеров оплаты труда. В 2025 году общий доход каждого члена семьи не должен быть меньше 89 760 рублей. Требования к минимальному доходу могут быть ослаблены для тех, кто не работал по уважительным причинам, таким как беременность, уход за ребенком, за инвалидом первой группы или за пожилым родственником старше 80 лет. В ближайшие 9 лет в России планируется открыть до 15 военных учебных заведений. Некоторые из них будут восстановлены после закрытия, а другие появятся впервые. Это решение принято в связи с необходимостью подготовки большого числа офицеров, специалистов по беспилотникам и другим военным специальностям. Сейчас в России функционирует 39 военных вузов. Новый план развития учебных заведений предполагает открытие училищ, университетов и академий в различных городах России, включая Саратов, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск и Томск. В Алдане этим летом уложат асфальт на 5 улицах города, и это только начало реализации государственной программы «Инфраструктура для жизни», в которой попал город. Какими станут алданские улицы после ее реализации, узнавал Руслан Павлов. По данным городских властей, в Алдане более 100 улиц, и число их растет по мере того, как город застраивается. Состояние дорог различное, но лучше многих российских городков местного значения. Однако каждым летом население начинает сетовать на кочки и ямки, образовавшиеся после таяния обильных снегов. В данное время продолжаются работы по ямочному ремонту, по изготовлению искусственных дорожных неровностей по предписаниям дорожных органов. Надеюсь, что с установлением погоды в ближайшее время работы будут закончены. Кроме текущего ямочного ремонта, этим летом в Алдане начинается реализация долгосрочной государственной программы «Инфраструктура для жизни». Город Алдан вошел в один из 4 городов, по которому будет дорожное строительство реализовываться. И из этих 4 городов Алдан получил самое большое количество километров в течение 5-летки по строительству городских дорог. Поэтому это тоже очень большой, существенный, заметный, значимый проект для наших жителей. В этом году под асфальтирование попадают 5 улиц города. Всего за пятилетку планируется улучшить состояние почти 40% дорожного городского фонда.
На этот год у нас запланировано 5 улиц. Это улица Хвойная, улица Западная, Олимпийская, Есенина и улица Красноармейская. То есть в летний период времени мы должны заасфальтировать данные дороги, отчитаться перед Якутском, перед правительством. Ну и, соответственно, мы вошли вообще в республиканскую программу. По данной программе мы заасфальтируем порядка 45,5 километров. Это составляет 46 улиц. Кроме прочего, в местную программу благоустройства попадает ряд тротуаров и сточных канав, которые подлежат ремонту в этом году. Руслан Павлов, Алдан. Второй год продолжаются археологические работы на улице Каландрашвили, вблизи старейшего из сохранившихся каменных зданий Свято-Троицкого собора. За это время проведена большая работа и обнаружены несколько важных археологических артефактов. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Место это выбрано не случайно. Именно здесь в 17 веке находился исторический центр города. А на месте нынешней улицы Каландрашвили проходила граница Якутского острога. Сейчас на этой площади планируется строительство, в связи с чем и проводятся археологические работы. С 2013 года якутские ученые изучают эту местность. И поэтому точно не было понятно, с чем тут придется столкнуться. Но ясно было, что культурный слой присутствует. Так? Поэтому, когда я разрабатывал этот проект по охранно-спасательным раскопкам, на месте, в контуре здания, строящегося, здесь мы предусмотрели, что на площади больше 2000 квадратов необходимо провести сплошную выборку культурного слоя. Тут по данным бурения и так далее было понятно, что примерно в разных частях какая глубина слоя. Тщательно и аккуратно, буквально по сантиметру, работники снимают почву лопатами. А по стенам котлована можно проследить разные исторические слои. Кропотливая работа дает свои плоды. Это были открытие берестяных грамот, коллекции китайского фарфора, если говорить о находках, а также было выявлено 38 сооружений в 3 строительных ярусах. Разбор культурного слоя по пластам, с использованием специальных геодезических приборов. То есть земля из раскопа убывает подобно воде в ванной, когда вы спускаете, с промежуточной фиксацией на каждом горизонте. И своего рода, убирая землю, оставляя объекты на месте, это сооружения, археологические предметы, мы получаем такой временной срез. Эти раскопки открывают новые страницы истории столицы в целом и, в частности, историю градостроительства Якутска, одного из старейших городов Сибири. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск. День семьи, любви и верности – молодой праздник. Отмечать его начали только в 90-е годы. Со временем он обрел такую популярность, что в 2022 году указом президента России Владимира Путина 8 июля официально стал красным днем календаря. Как знаменательную дату отметили в Якутске, в следующем сюжете. Теперь 8 июля Валерия и Евгений Тайтоновы будут отмечать 2 праздника. В День семьи, любви и верности они решили скрепить свой союз узами брака. В окружении родных и близких молодые идут по площади республики навстречу новой, уже семейной жизни. Очень волнительный день, символическая дата. Спасибо большое, что нам дали такую возможность узаконить наши отношения на площади республики. Да, я тоже безмерно рад, что сегодня я официально могу называть свою невестку, любимую женщину своей женой. А на другой площади, Комсомольской, чествовали пары, чьи отношения прошли проверку временем. Самые дружные семьи наградили знаком за любовь и верность. Его получили супруги, прожившие вместе больше 25 лет. В одном предприятии мы работали, там познакомились, и поженились. За это время притерлись, сейчас дети, внуки помогают нам жить весело, мы с ними вместе. А чтобы таких крепких семей становилось только больше, в России действует множество мер поддержки. Материнский капитал, практики активного долголетия, забота о репродуктивном здоровье. Все это вобрал в себя национальный проект «Семья», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. В рамках национального проекта есть 2 отдельных региональных проекта. Это поддержка семьи и многодетная семья. Сегодня дети из многодетных семей полностью имеют
бесплатно питаются в наших школах. Внедрены дополнительные возможности для проезда на транспорте. Также внедрена такая поддержка, как 30% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Семейными льготами воспользовались тысячи якутян, и они на практике ощутили их пользу. Я вот сейчас сижу по уходу за ребенком, я ощущаю, что я финансово защищена. Мы получаем пособие единое, нам это очень сильно помогает. Я очень благодарю президента за такие программы, которые разрабатываются для многодетных семей, вообще для семей с детьми. Меры поддержки доказали свою эффективность. Якутия лидирует по уровню рождаемости на Дальнем Востоке, а каждая 5-я семья в республике многодетная. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сегодня свои первые паспорта получили юные жители Якутска. Мероприятие было также приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В торжественной обстановке документы получили 13 ребят. Отметим, что традиция выдавать паспорта в дни различных праздников и торжеств существует с 2022 года. Конечно же, отдельно касаемо детей, получение первого паспорта – это первый шаг во взрослую ответственную жизнь, очень важный, серьезный момент. И хотелось бы пожелать всем детям, чтобы были достойными гражданами нашей страны, свято соблюдали законы и, конечно же, надежно хранили паспорт, бережно, конечно. А в Нерюнгри отметили День семьи книжной выставкой. Нерюнгринская библиотека организовала ряд мероприятий, подчеркивающих важность семейных ценностей. Подробности в следующем сюжете наших коллег. Сегодня приглашенными гостями библиотеки стали дети из Нерюнгринского реабилитационного центра Тускул. Они оказались в социально опасном положении или трудной ситуации и получают комплексную помощь с акцентом на создание благоприятной атмосферы и нормализацию отношений в семье. В уютном зале библиотеки ребята своими руками изготовили белые ромашки, которые являются символом любви, семьи и верности. Семья – это наш любимый человек, он никогда не бросит. Семья – это должна относиться к любви, не драться, не ссориться, любить, но надо иногда извиняться. Семья – это труд, друг о друге забота, семья – это много домашней работы, семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Также ребята посетили книжную выставку, где представлена литература о семье, любви, взаимоотношениях. Узнали о жизни и подвигах святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В 1247 году в Муроме правил князь Петр и княгиня Феврония. И они вели очень благочестивый образ жизни. Они помогали страждущим, они построили много храмов, открыли много монастырей. И во время их правления не было ни одного военного конфликта. Они все разрешали мирным путем. Были очень мудрыми, очень талантливыми правителями. И в супружестве они прожили очень долго и счастливо. Друг друга уважали, любили, были примером для всех. И умерли в один день. Кроме этого, на выставке представлены книги, рассказывающие и о других великих парах и историях любви, а также книги в аспекте психологии, об отношениях и семье. И, конечно же, художественная литература. Приветствует этот праздник, он для семьи вообще, тем более сейчас в наше время семья же это вообще ячейка общества и вообще все. Наталья Ивановна, дорогая, сегодня же у нас праздник, 8 июля, и мы всем, кто заходит к нам на абонемент, кто смотрит наши книги и берет, мы вручаем вот такие вот открыточки. С праздником вам! Спасибо. Пусть в вашей семье всегда будет все здорово. Мир, порядок, здоровье, любви, радости вам, все, терпения. Спасибо вам большое, спасибо, очень благодарна. Такие добрые жесты и тематические мероприятия приобщают к традиционным ценностям, способствуют укреплению семейных уз и создают праздничное настроение. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в Ленске накануне Дня семьи, любви и верности во второй раз прошел российский проект «Большие семейные выходные». Организатором выступил Ленский комитет по семейной политике. Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, популяризацию совместного отдыха и создание позитивного образа российской семьи. Десятки ленчан приняли участие в разнообразных активностях – настольных играх, рисовании на асфальте, пилатесе. Также состоялся открытый диалог с психологом и работала ярмарка изделий ручной работы. В
связи с успехом проекта «Большие семейные выходные» теперь будут проводиться в Ленске каждый месяц. Данное мероприятие понравится абсолютно для всех членов семьи. Сегодня на нашей локации присутствуют и мастер-классы семейные, и выставка-продажа изделий ручной работы именно для дома. Мастер-классы, где каждая семья может создать свою карту желания именно семейную и может оставить свои отпечатки рук для сохранения на будущее как память. И в завершении нашей программы мы хотим устроить беседу с психологом, где родители могут задать такие самые насущные вопросы и, конечно же, получить на них ответы. К другим новостям. Якутия и Кыргызстан расширяют спортивное сотрудничество. В столице региона состоялась рабочая встреча президента Международного комитета «Дети Азии» Владимира Максимова и директора Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Айбека Абдымамунова. Стороны обсудили ключевые вопросы развития детско-юношеского спорта, укрепления международного партнерства и подготовки к предстоящим спортивным соревнованиям. Особое внимание уделили совместным проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, обмен опытом и поддержку молодых спортсменов. Да, мы с комитетом «Дети Азии» очень тесно сотрудничаем. Команда из Кыргызстана участвует во всех играх «Дети Азии», начиная с 1996 года по сей день и в зимних, и летних играх. И будем стараться и дальше тесно сотрудничать, тесно отправлять наших спортсменов, детей, чтобы они участвовали, выигрывали и становились выпускниками проекта «Дети Азии». В Якутске на местности «Таежный герой» стартовала одноименная военная спортивная игра. Программа лагеря длится 3 дня. Организаторы уверяют, от желающих принять в игре участие нет отбоя. Чем же «Таежный герой» так привлекает ребят, узнала Сарглана Неустроева. Неподалеку от Якутска в местности Таежный герой раскинулся небольшой палаточный городок. Это значит, что стартовала военно-спортивная игра. В этом году участие в ней примут 220 ребят из 8 районов республики. Большинство из них – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Их вожатыми выступят инспекторы по делам несовершеннолетних. Здесь они предстают для ребят не просто людьми в погонах, но полноценными членами команды. И, как отмечают специалисты, очень многие ребята желают пройти игру еще раз. У нас в одном районе ребенок сидел до вчерашнего дня и говорил то, что возьмите меня, пожалуйста, хотя команда у нас с республики, да, по 10 человек. Его взяли, конечно, и он долго, упорно говорил, что я очень хочу попасть сюда. Причина такого желания проста. Таежный герой – это 3 веселых дня с ночевками в палатках, дружескими посиделками и, разумеется, с разными активностями. Одним из главных вызовов, который бросит ребятам эта местность, станет вот эта вот полоса препятствий. Я, кстати, прошла одну только часть от нее и уже сильно устала. И тем не менее, эта полоса препятствий покажет ребятам, насколько они сплотились, насколько высок уровень их спортивной подготовки и насколько они полны решимости. Но и это, конечно же, не все. За время этих 3 дней организаторы подготовили для ребят весьма обширную программу. Здесь будут и тематические выступления моих коллег с МВД по Республике Саха-Якутия. Также участвуют у нас здесь наши партнеры, это правоохранительные органы Росгвардия. Тоже будут показывать свои умения и знания. Будет выступление кавалерийского отделения межмуниципального управления МВД России Якутская. Будут выступать кинологи МВД по Республике Саха-Якутия. В общем, это для них интересно. Старания организаторов оценили и сами дети. Но чаще всего в положительном ключе ребята упоминают знакомство друг с другом. Прикольно, мне нравится. Все отлично. Дети очень дружелюбные. Очень хороший лагерь. Я себе тут уже много друзей завел. Хотел бы в следующем году приехать? Да, конечно. А вот, кстати, одна из главных мотиваций ребят – это различные кубки, в том числе самый увесистый гран-при, медали, а также свидетельства
Оно удостоверяет в том, что такой-то, такой-то участник военно-спортивной игры прошел все ее этапы. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Лето с якутским колоритом в самом центре Москвы. В столичном музее Востока состоялся фестиваль, посвященный современной культуре народов Республики Саха. Причем организаторы решили провести мероприятие в новом формате шоу-кейса. В чем особенности, выяснял Максим Кардозу. Якутский шоу-кейс в Музее Востока – это сплошной эксперимент. Взгляд молодежи на родную культуру. Главная цель организаторов – познакомить жителей и гостей столицы с современной Якутией, которая открыта миру, но и в то же время не забывает о традициях. Я занимаюсь сам уже более 10 лет креативными индустриями, поэтому очень глубоко в целом вникаю в каждое из направлений. У нас тут представлено и кино, и музыка, и лекции, и мастер-классы. То есть это такой большой фестиваль, который объединяет сразу несколько сфер индустрии креатива. Данный фестиваль, он предназначен для того, чтобы популяризировать якутскую культуру и нести в массу нашу историю, наши традиции и, конечно же, деликатесы, наши вкусности. Во время фестиваля было чему удивиться. Вот, например, индийский слон Бастыне. А это осохой как на якутском, так и на русском. Так как мы живем в большом городе, в многонациональном городе, нам хочется, чтобы и русскоязычные народы присоединились к нашему круговому танцу осохой. Правда, без привычных обрядов тоже не обошлось. Каждому пришедшему на фестиваль вручают ленточку для салама. Здесь же ее можно повязать и обязательно по традиции загадать желание. Во время фестиваля весь день работала и ярмарка, где были представлены якутские украшения, обереги, одежда, а также хомусы. Кто-то не знает совершенно, что это, либо кто-то прям уже знает, уже бежит и видит: о, хомусы, ура, покажите, какие есть, какие ноты и так далее. Для Музея Востока якутский шоу-кейс тоже стал настоящим экспериментом. Одной из ключевых задач Музея Востока на данный момент – это развитие и популяризация восточных регионов России. И Якутия, конечно же, является одной из крупнейших регионов в нашей стране, восточных. И большое количество предметов находится в собрании музея. Наверное, это первое такое крупное именно мероприятие фестивального формата, посвященное какому-то региону России. Этот фестиваль смог удивить не только москвичей, но и якутян, которые живут в столице. Современный взгляд на родную культуру вдохновляет все большее количество молодых людей, помогает не забывать о корнях и способствует открытию новых горизонтов. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.